Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесная праграма ў межах нашага праекта Еўрарады і яе прамовы. Працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі і за яе межамі. Самаізаляцыя як людзей, так і цэлых краінаў у часы пандэміі каранавіруса нікога не здзівіш. Але Беларусь пайшла далей за ўсіх астатніх. Беларусь тая, для кіраўніцтва якой COVID-19 працяглы час быў не вірусам, а псіхозам. Зараз апынулася ў ізаляцыі яшчэ і апроч медыцынскай, у палітычнай і нават псіхалагічнай. Якія праявы той палітычнай і псіхалагічнай самаізаляцыі, у якую трапіла Беларусь, да чаго яна, гэтая самаізаляцыя, прывядзе, мы сёння і абмяркуем. З намі на сувязі прафесор, психолог Владимир Янчук. Добрый день, господа Владимир. Добрый день, друзья. Рад видеть вас. У нас уже сформировалось некое такое коммуникативное пространство, и я смотрю, что у меня появились друзья, у меня появились единомышленники, точно так же, как появились оппоненты. И это еще более обостряется вот в контексте той самой самоизоляции. Когда мы сидим дома, сидим в сети, мысли у нас напрягаются, внутренний мир напрягается, и нам хочется выплеска эмоционального. Але давайте все ж таки до апошніх, ну так, звяжем тему нашай размовы з апошнімі падзеямі. Больш за ўсё уразіла людзей тое, што нечакана, нібыта з-за цяжкай складанай сітуацыі з COVID-19 Беларусь зачыніла межы. І вот цяжкая сітуацыя, каранавірус, але ў той жа час не ўсе межы зачыненыя. Самалётам можна і зляцець, і прыляцець куды хочаш. Вот нібыта складаная сітуацыя вірусная ў краіне, каранавірус ужо, не псіхоз, людзей у метро просяць маскі апранаць, а ў той жа час Александр Лукашенко, наведвае розныя лекарні, ходзіць у чырвоныя так званыя зоны і без маскі. Так я не разумею, вот это нейкае нешта з псіхалогіяй звязана, з псіхікай чалавечай, ці з палітыкай, ці з чым? Што это такое? Ну, это на самом деле, Дмитрий, сложное такое интегрирование и того, и другого, и третьего, но прежде всего, так сказать, это все-таки политический аспект. Я говорю и в другом случае пандемия. А пандемия такая клиническая или медицинская, она всего лишь фон. Если вы помните, вот вы совершенно справедливо в самом начале нашего разговора обратили внимание на что? На то, что раньше у нас не было пандемии. И раньше мы говорили о чем? Что мы вот такие мудрые, мы такие прозорливые, оперировали шведской моделью, в которой тоже провозглашался тезис, что вот шведы, как мудрые люди, наплевали на все, и говорят, что люди, живите свободно, и люди, циркулируйте по пространству, а это все психоз. Вы себя нагнетаете, вы себя нагоняете, у вас страхи совершенно беспочвенные, а мы контролируем ситуацию. И более того, в отличие от того, потому что у нас мудрый глава государства, потому что у нас уровень медицины соответствует самым высоким международным стандартам, потому что вообще все в наших руках, контроль. И какой-то вирус – это, ну, вообще мелочь. Это мелочь, с которой мы вообще поборемся и так далее, и так далее. Хотя у меня такой вот, ну, небольшой контекст этого тем адептам, которые верят свято и говорят, все, что сказано, оно соответствует действительности. А может, у вас там немножечко поколеблется в сознании? Вот сегодня говорит одно, а завтра другое. И вдруг мы начинаем сталкиваться с чем? С таким интенсивным посещением больниц. Так а зачем больницы посещать вообще, если все в порядке, если все у нас на мази и так далее, и так далее. И вообще, если у нас нет никакого вируса. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, вообще две пандемии у нас. Одна пандемия медицинская, вот связанная с этим поганым, ну, будем говорить так, проклятием человечества, коронавирусом, а вторая пандемия свободомыслия.
И, оказывается, огромное количество людей вот наряду с этим заразились чем? Свободомыслием. И почему-то они ходят, и почему-то они подзаряжаются, и почему-то они не угоманиваются. И, в принципе, общий тезис, вот я на эти выходные провел такое любопытное занятие, я не любитель вот таких официозных телепрограмм. Но, посмотрев, опять-таки, первые каналы нашего отечественного телевидения, я понял, что наши граждане должны жить в страхе. В страхе, причем таком постоянном. Почему? Враги кругом. И враги только думают о том, как вот эту очень лакомую частинку земли прибрать к своим рукам, как разрушить вот эти все показательные для мира достижения вот этого локального пространства, в котором все хорошо, в то время как в мире же плохо. Вот смотрите, что происходит в Соединенных Штатах, что происходит во Франции. И мы показываем, как с дубинками гоняются за людьми, как гоняются, опять-таки, в Испании, как наводят порядок в Германии и прочее, прочее. Более того, выхватывают те кадры, где там еще хуже, чем у нас. И тут рядовой гражданин действительно смотрит, что действительно такой очень хороший пример, очень заразителен для других. Правда, я все время говорю, что это настолько заразителен, что никто не хочет. Никто не хочет прикоснуться, и никто не хочет заразиться вирусом тоталитаризма, вирусом вот такого, будем говорить так, глумления над человеком, а все, наоборот, говорят, чур меня. И все, наоборот, говорят, что, допустим, эти бедные люди и огромное количество людей за рубежом, допустим, они искренне сочувствуют кому? Не власти, между прочим, сочувствуют, а вот этим людям, находящимся вот в таких условиях, будем говорить так, антигуманного, антисоциального отношения к человеку. Поэтому это все вот такая казуистика. Мы закрываемся не для того, чтобы навести вот здесь такую санитарно-гигиеническую комфортную ситуацию, а для того, чтобы ограничить вот эти вирусные отношения с другими людьми. И на протяжении вот всех своих передач предшествующих я все время говорил, если так хорошо, то почему сюда никто не стремится? И почему гражданин, который выезжает туда, вдруг начинает сталкиваться с тем, по крайней мере, гуманным отношением к человеку. И вот недавно я запустил такую любопытную ситуацию, я довольно давно говорю, правда, она с российской подачи, с подачи моих коллег, где они вдруг опубликовали цифры заработной платы профессуры. И опубликовали очень любопытное сравнение, что профессор в Эфиопии получает в 2 раза, чем в России. И это шок. А почему? А тогда Россия на самом последнем месте находится вот в этой, так сказать, иерархии. А я напоминаю нашим слушателям, у нас профессор получает еще в 1,5 раза меньше, чем в России. И тогда давайте вот еще один такой показательный пример привлекательности вот этой страны. Для чего? Для вот этих людей, которые живут там. Эфиопский, оказывается, получает гораздо больше, чем белорусский. А дальше, от чего эфиопский профессор получает больше? Почему? Эфиопия – это не самая богатая страна, и мы прекрасно знаем, что уровень жизни это очень высокий. Потому что, оказывается, рядовой эфиоп думает о будущем. Он хочет, чтобы его детей учили квалифицированные специалисты, и чтобы эти квалифицированные специалисты делали так, чтобы дети вот этих родителей становились квалифицированными людьми, а эти квалифицированные люди думают не о том, что происходит вот здесь и сейчас, они думают о завтра, и они инвестируют в будущее, а поэтому у них завтра предсказуемое. И если вы хотите предсказуемого завтра, то вы должны заботиться о том, чтобы ваши дети учились у очень хороших учителей, и дальше, чтобы они потом переходили к очень хорошему квалифицированному профессору, и тогда ваше завтра будет значительно более комфортным и сегодня. И одновременно, последняя такая ремарка, довольно много общаюсь с пенсионерами, которые мне говорят, пенсия же, мы же вот так внутренне согласны, но мы же пенсию потеряем. Я говорю, знаете, дорогие, вообще-то вы потеряете ее и так, если мы будем проводить вот такую линию в области экономики, если мы будем проводить вот такую линию в области культурной политики, то ваша пенсия будет уже, она и так не самая большая. И я, опять-таки, обращаясь к той же самой статистике, говорю, что у нас пенсия самая маленькая вообще в постсоветском пространстве. Потеряете и прочее, прочее. А теперь приношу извинения, ваш вопрос. Вы просто пачалі параўноўваць заробкі
профессораў Эфіопіі, России и Беларусі і казаць, што вот в Эфіопіі думаюць пра будучае. Прычым тут заробкі параўноўваць. Глядзіце, што адбываецца. Не падабаецца штосьці ў краіне настаўнікам ці профессорам тым же самым. Калі ласка, вы ідзіце на улицу, не падабаецца, сыходзьце, ніхто трымаць не будзе. Медыкам нешта не падабаецца, можаце з'язджаць і назад не пусцім. Вот некаму профессору, мрочыку, вядомаму кардыёлагу нешта не спадабалася, да не надо нам этая кардыологія ўвогуле. Ідзіце. Причем тут заробки, тут нават людей не трымаюць, а не тое, что заробки не подвышаются. Вот мне приятно всегда, Дмитрий, с вами разговаривать на эти темы. Да, действительно, заработки. Правда, я еще статистику привожу, что у нас стоимость работы за час 70 центов. Так, а в этой Украине, поганой, в Украине, $1,5 за час. А в России 0,83. И мы вот говорим, вот какое? Это вот такая минимальная заработная плата человека. Так? Ну, а теперь возвращаемся к основному вопросу. Да к чертовой матери этих свободолюбивых учителей, да к чертовой матери эту профессуру, как мне некоторые коллеги сообщают, а что ты в Варшаву не уезжаешь, а что ты сидишь здесь? Вот будешь на свои паханные эти самые еврики, и будешь получать там и сиди, и не порть вот этого пуританского нашего целомудренного состояния вот здесь. А зачем этот мрочек-кардиолог? Да пошел он к черту, пусть сидит на своей даче. Правда, вы придете завтра в поликлинику или вы придете в кардиологический центр, а у вас очень сложное заболевание. Так, а дальше? А вот такой красивый, идеологически выверенный, никуда не ходящий человек, который не ездит на симпозиумы, который не читает серьезных книжек, который не проводит квалифицированные операции, вдруг вам скажут: дорогой, знаешь, ну, ты понимаешь, у меня знаний не хватает, и тебе вообще о земле подумать надо. Да зачем лечиться? Возвращайся, живи комфортно, не думай и вообще не смотри на этих свободомыслящих людей. Они же что? Они тебя напрягаются. А вообще думай о чем? О могилке думай. Думай о земле. Вот это твоя перспектива. И не случайно я в своих постах иногда использую такую красивую метафору кладбища. Порядок, чистота, никто не шумит, никто не протестует, все заняты своим делом. Я говорю: а вам хочется вот такого порядка? Нет, оказывается, не хочется. И поэтому, извините, вот если мы будем продолжать такую политику, к вам придут идеологически выверенные, вычищенные студенты, которые получили квалификацию без этого идеологически невыверенного профессора, которые, опять-таки, не очень информированы о том, что происходит в этом окружающем мире, и зуб вам не тот вырвут. Дальше что-то инструмент забудут, опять-таки не соблюдут какие-то правила и прочее, прочее. Раз, и все. И все, у вас все хорошо, у вас все спокойно, только специалиста нет. Ваш ребенок пришел в школу, ему прочитали, опять-таки, дали хороший букварь, его идеологически проверили, только, опять-таки, он почему-то плохо читает, плохо считает, и он очень плохо знает еще что-то. Дальше он поступил в вуз, где его встретили вот эти красивые, идеологически вычищенные преподаватели, которые всем хороши, только они не знают вообще, что происходит в мире, как движется наука, и опять-таки, какие новые изобретения производятся в этом мире. И очень хорошо, правда, ваш ребенок не квалифицирован. А дальше он пришел на рынок, а ему говорят: вот все твои 5 лет, которые ты проучился, и все те денежки, которые ты вложил, точнее, твои родители вложили, они вообще-то не нужны. Почему? Так как у тебя образования нет, мы начнем тебя переучивать. И он приходит после завершения вуза в IT-компанию, и IT-компания полгода его за его деньги учит. Класс. А эти 5 лет куда? Или эти 4 года куда? Дорогие родители, а ваши деньги, вы что, так это вот за комфорт, да? Так может сразу его в эту самую IT-компанию, так? А в IT-компании, извините, работают люди, которые вирусом заражены. Правда, не вот этим вирусом заражены, а другим вирусом, так, и которым мало в этом пространстве. И, оказывается, вот этого рынка очень красивого, изолированного почему-то не хватает, и почему-то им хочется
продавать продукцию куда? В другой мир. А теперь мы уже переходим к следующему вопросу самоизоляции. Все красиво, закрылись, ни с кем не общаемся, но почему-то хочется нам продавать. Но у другого человека, от которого вы заизолировались, вообще-то есть хорошая возможность. Он вам скажет: дорогие, вы же вообще-то с нами не хотите строить отношения. Вы вообще-то, вам не хочется вписываться в нашу систему ценностей, вам не хочется, опять-таки, относиться к людям как к людям, а не как к нелюдям. Так извините, мы с вами дружить не будем. А если мы с вами дружить не будем, то мы вашу продукцию покупать не будем. Даже не исходя из того, что, допустим, ваша продукция не очень вот такого высокого качества. Почему? Потому что ее проектируют не очень квалифицированные инженеры. Опять-таки, эти рабочие, которые обучаются на не очень современном оборудовании, почему-то не могут сделать очень современных вещей и так далее, и так далее. И тогда рынок становится неконкурентоспособным. И нам ваша неконкурентная продукция почему-то не нужна. А нет торговли, нет денежек. Вот я не знаю, обратили вы внимание на очень любопытный эпизод, он, правда, такой локальный. Приезжал сюда президент компании Яра, норвежской. Ну, что за компания? Ну, господи, Яра какая-то, Норвегия какая-то. И дальше. Какое отношение имеет к Беларуси? Президент компании приезжал, которая продает практически всю калийную соль, калийные удобрения. И по поводу чего вел, опять-таки, этот президент разговор? Ну, понятно, что там кулуарные вещи и прочее, прочее. А в частности, он обсуждал проблематику коронавируса на предприятиях Солигорского комбината, и вообще-то он затрагивал вопросы демократии, что сажать нельзя, что вообще-то надо вести себя гуманно. И дальше намекал на то, что не будете соблюдать права человека, мы вообще-то вас покупать не будем. Опять-таки адептов, обращаю внимание ваших адептов. А вот эти все, допустим, структуры, вот эти все издержки, вот эти все экономические наши достижения в огромной пропорции связаны с чем? Не с продукцией МАЗа, не с продукцией тракторного завода, а с продукцией Солигорского калийного комбината. И есть еще одна такая составляющая, тоже любопытная. А вот весь наш экспорт в европейские страны, вот которым мы гордимся, правда, он сейчас уже подуменьшился очень серьезно, связан с чем? С какими-то достижениями, с бензином и с вот этих золотоносных белорусских нефтяных копий, которые, опять-таки, богаты очень нефтью, ведь мы такая нефтедобывающая страна, правда? И мы, вот эта нефтедобывающая страна, продаем бензин куда? Куда бы вы думали? В Голландию и Великобританию. Так вот, Голландия и Великобритания может очень успешно покупать этот бензин в других источниках и на других производствах. И, опять-таки, произойдет очень любопытное. Да, мы с вами не дружим, но мы ваш бензин не покупаем. А мы не покупаем ваш бензин, вообще-то у нас чего нет? Доходов нет. А если у нас доходов нет, у вас, дорогие граждане, пенсии нет. И это сразу же начнет отражаться на чем? На вашем благополучии. А дальше, а если нет валютных поступлений, вообще прилавки магазинов начнут пустеть. Очень быстро. И будет родная, самая вкусная, самая очень такая политически привлекательная продукция, но другой продукции не будет. Ну как перспектива? Класс? Это адразу некае не пытанне, а просто свае такія каментары з нагоды прадуктаў. Зараз я чуў такія ад, як вы кажаце, адэптаў, ну не адэптаў, просто можа людзей недасведчаных такое вот. Прыбярэце Лукашэнку і прадуктаў не будзе. Што я пачуў, як такі ж разумны чалавек, які адказаў, што прадукты будуць, не будзе ў вас за што іх купіць. Про медыцыну таксама, ведаеце, калі верыць вот этим слітым размовам, то вот ім асабліва калапаціцца няма пра што. Іх палечаць і дасведчаныя, і мы зараз вот тэсты, каб зрабіць, прыязджаюць домой і робяць тэсты. І вакцыну уже там расійскую, не расійскую, а прывозяць і робяць. Это нам трэба яшчэ пайсці ў паліклініку і дамагчыся, каб нас накіравалі і тэст зрабілі. А ім прыедуць і зробяць дома. І сваіх дзяцей яны адправяць за мяжу вучыцца. А нашы дзеці будуць вот учыцца ў такіх прафесараў, пра якія вы сказалі. Але
Дмитрий, я все равно вклинюсь. Ну, мозги же у меня такие, те самые, так сказать. Так вот, детки не поедут учиться в зарубежные вузы. Почему? Деток не пустят. Так вот те вот нехорошие, так сказать, последствия вот этой нерукопожатности, вот этой нашей самоизоляции придут к чем? Во-первых, деток не пустят, а во-вторых, образование там платное, счета перекроют, так, каналы перекроют. Дальше очень хорошая, так сказать, лечкомиссия, но, во-первых, зная лечкомиссию, вообще в лечкомиссию приглашают мрочиков. Так, а мрочиков нет. И, знаете, вот и в лечкомиссии проблемы начнутся. И более того, допустим, вот эти специалисты уезжающие, это может быть главному руководителю кажется, что у нас специалистов много. А я, как человек, живущий в этом научном сообществе, могу вас, дорогие, уверить, что в этом сообществе, в этой стране специалистов таких уникальных единицы. По пальцам руки. Вот, допустим, вы эти 5 человек, ну, с точки зрения количества, вот мне сказали, 45 тысяч у нас врачей. Ну, цифра, ну, из 45 тысяч, ну, что, посадили там 1000, ну, из 40, осталось 44. Ну, 5, там, ну, там, допустим, 1000 уехало, осталось 43 тысячи. Ну, Правда, из вот этих 2000 уехали самые квалифицированные специалисты. Так, а дальше, квалифицированный специалист, я вам сразу говорю, он молчать не может по простой причине. Почему? Потому что он на симпозиумы ездит. А на симпозиумах вообще-то он привыкает к чему? К критическому мышлению. И если вы участник, допустим, такого крупного симпозиума, вы сталкиваетесь с очень любопытной вещью. Вот вы сказали что-то, а коллеги вам вопросы будут задавать. А более того, вы ответили, они будут не соглашаться, и не просто не соглашаться, они будут аргументировать причину своего несогласия. Ну, допустим, вот россияне говорят, что наша вакцина самая лучшая. Так, а зарубежные коллеги говорят, она может быть и действительно самая лучшая, но она не выдержала всех стандартов чего? Проверки. А если она не выдержала всех стандартов проверки, если вы оперируете, причем квалифицированный специалист же не говорит вот о том, что выступил Владимир Владимирович и сказал, что все наше самое лучшее и прочее, прочее. А они начинают оперировать статистикой и говорят, что вот вы, ваши проверочные вот эти мероприятия направлены, наработаны, точнее, вот эта циферь ваша наработана на очень небольшой выборке. Это около 300 пациентов. Дальше. И по вот этой выборке в результате клинических испытаний нельзя говорить о чем? Будут ли последствия хорошие или нет. И если вы заметили, вот это опять-таки поганая Америка, так сказать, вот с этим интернациональным продуктом, вот с этой вакциной, которую внедряют, вообще-то сопровождается комментарием таким, что больше плюсов у вакцины, чем минусов. И вот мы очень сильно, очень долго взвешивая плюсы и минусы, пришли к выводу о том, что эта вакцина окажет пользу. И вы смотрите другой линии, а в другой линии вот этого вообще нет. И это вот характерно для нашего пространства. Так, все хорошо. А в том пространстве все время обсуждается очень любопытная вещь, что есть минусы, и о них никто не скрывает. А есть плюсы, и в данный момент времени, в силу того, что вот эта ситуация очень сложная, плюсы перевешивают минусы. Вот поэтому мы рекомендуем. Но, извините, если вот этот американец скажет, а чихать я хотел на вашу вакцину, он вакцинироваться не будет. Его никаким силком не заставишь это делать. Его надо убедить. Его надо убедить в том, что вакцина принесет какой-то результат. Причем, так как феномен, я уже, так сказать, как профессионал говорю, абсолютно новый, вирус абсолютно новый, и на сегодняшний день нет понимания о природе этого феномена. Почему? Потому что, когда есть понимание, есть лекарство. А, допустим, если нет понимания природы феномена, тогда вакцина – это очень вероятностная вещь. И говорить о том, что вот такая массовая вакцинация населения приведет к абсолютно позитивным результатам, на сегодняшний день невозможно. Но это так, ремарка. Давайте вернемся до яшчэ одного аспекта. Мы вот говорили про тую палітычную самаізаляцыю, у якую трапілі дзякуючы дзеянням афіцыйнага Мінска, як кажуць так вот по-сур'ёзнаму. А псіхалагічная самаізаляцыя, у чым яна выражаецца і каго закранула?
Но я начну все-таки с политической самоизоляции. Почему? Вот те следствия и те издержки, которые у нас происходят в отношении власти и общества, они связаны с чем? С изолированностью власти от общества. Когда связь идет только односторонняя, тогда, когда мудрый руководитель все время учит окружающих, как надо жить, что надо делать, и берет на себя бремя принятия вот этих управленческих решений, как-то не печально затрагивающих всех нас. Как говорится, если бы он был в своем локальном пространстве, ради бога, творите, вот, допустим, развитие сельхозпродукции, творите на своем сельхозучастке, выращивайте вот такие арбузы, выращивайте вот такую картошку и прочее, прочее. Бог с вами. Когда это начинает экстраполироваться на общество в целом, и когда мы вдруг начинаем сталкиваться с издержками вот такого руководства, тогда это начинает вылазить нам боком. Ну, а дальше, допустим, самоизоляция, это на самом деле какая? Ну, допустим, вот представление о том, что происходит здесь, вообще-то у главного действующего лица формируется по отчетам. Вот ему принесли отчеты, я как специалист говорю, а кто принес отчеты? Дальше, если нет вот такой прессы свободной, и если руководитель не пользуется интернетом, вообще-то вы проверить не можете. В отчете написано то или нет. А если вы проверить не можете, вы начинаете верить кому? Отчетам. А отчеты пишутся конкретными людьми, которые могут эту циферь показать так или нет. Или, допустим, вот я писал пост по Качанову. Если ваше утро начинается с БТ и заканчивается СТВ, вообще-то вы видите мир через картинку чего? БТ и СТВ. Дальше, если у вас нет вот этих верификаций, у вас нет адекватного представления. Ну, а дальше мне говорят, да, люди в народ ходят. Люди же общаются с коллективом, но я как специалист смотрю на это общение. Согнали какое-то количество людей, которые в страхе стоят, и дальше вождь вещает. Или, допустим, собрали вот с вашей сменой перспективной, так, на журфаке БГУ, так сказать, эту аудиторию, пришла Качанова, пообщалась, высказала, отдали себе нечто, показала какие-то картинки и так далее. Ну и дальше. Аудитория какая? Она же не вся вот такая репрезентирующая, что присутствует в головах вот этих мудрых студентов. Она отобранная по критерию какому? Чтобы не задавали вот таких каверсных вопросов. И робкие вопросы сразу вызывают что? Информированность человека в чем? В том, что происходит здесь. Пусть не во всех сознаниях. Но если вам хочется создать картинку о том, что происходит в сознаниях других людей, вы вообще должны общаться с этими людьми и без вот этих ограничений. Но, правда, здесь тезис, вот враги, все, тут же надо что, снайпера посадить, на еще что-то. А потом раз демонстрация чего, допустим, австрийский президент едет в президентскую резиденцию в метро. И охранников нет, и он с зонтиком едет. И тут раз шок. Ну, а возвращаясь теперь к вашему вопросу, это же проблема непростая. И, допустим, вот сегодня люди, которые закапсулируют в своем мире, они начинают кипеть. Если они смотрят вот это, допустим, у меня и суждение было, я, кстати, обращался, говорю, что, в принципе, к официальным органам массовой коммуникации можно предъявлять серьезные иски. Если бы у нас была судебная система вот такая более-менее нормальная, адекватная. Почему? Разжигание внутринациональной розни. Когда односторонне говорят, что вот эти люди хорошие, а вот эти люди плохие, не объясняя, почему вот эти плохие люди стали такими. Если они были вот такими раньше хорошими, а тут вдруг стали плохими. Так вы объясните, это почему они стали? Это ж вядома, што пад уплывам тэлеграм-каналаў і з дапамогай западных ляльководов. Ну, конечно, допустим, во-первых, телеграм-каналы, я вас уверяю, смотрят, обращаются к ним далеко не все. И чтобы пользоваться телеграм-каналом, надо, по крайней мере, иметь соответствующее средство коммуникации. Так? Ну и дальше. А кукловоды что-то как-то не видны. Так? И кукловоды в виде Нексты или так далее, так далее. Но кукловод – это же всегда вещь какая? Его можно слушать, а можно и не слушать. И смею вас заверить, что подавляющее большинство вот этих людей, они не реагируют на что? На, допустим, нехту или на нечто. Они реагируют на свою неудовлетворенность тем, что происходит вот здесь. Так, и они реагируют на очень простую вещь. Вот вы вышли на улицу, так, раз вас взяли на выяснение, я для себя думаю, я вот иду по улице, а и меня пройдемте для установления личности. На каком основании?
извините, устанавливать мою личность. Я что-то делаю, и с какой-то стати человек, вдруг подъезжает машина, выскакивают хлопцы, меня хватают. Извините, предъявите мне решение прокурора. Вот я напоминаю эпизод вот с этими французскими террористами, который произошел в Бельгии несколько лет назад. Главу террористической организации вычислили, нашли в Брюсселе, окружили, но прокурора не могли найти. И за это время он сбежал. А без санкций прокурора они не могли начать что? Атаку и захватить его. И ему удалось сбежать. Вы внимательно вслушайтесь в то, что я говорю. Так? Оказывается, прежде чем меня хватать вот здесь, вообще-то нужна санкция прокурора. Так, я ведь ничего не делаю. Вообще-то мне должны предъявить вот такие основания, чего? Моего нарушения, вот это, извините, правовых норм. Так? Это же абсурд, это же с точки зрения здравого смысла нарушение всяческих норм. Как это так? Это подъехали, схватили. Или по дворам бегают. Чего бегать, извините? Я вышел из дому, и раз меня схватили. И таких эпизодов огромное количество. Ну и дальше, возвращаясь вот к этой самоизоляции, вот я смотрю, нагнетаюсь, вот эти враги, кукловоды, еще чего-то, и у меня кипит. И я начинаю ненавидеть. Так, и вот я вдруг сталкиваюсь с эпизодом, когда мой коллега говорит, причем он идет в магазин, он стоит в очереди, общается со своим коллегом и вспоминает неких вот кукловодов, так, в виде Тихановской, кстати, кукловодши, там, Цыпкала и так далее, и вдруг гражданин такого пожилого возраста едва ли не в драку с ним связался, он перешел на оскорбление, он начал опять-таки выплескивать еще нечто, то есть у него накипело, он насмотрелся, он увидел этих врагов, мирно стоящих в магазине, в очереди, и просто не вещающих где-то, а разговаривающих между собой. Во-первых, некорректно он подслушал, а дальше следующий эпизод. Мужчина берет ножницы, у них была интернет-коммуникация, это вот в Бобруйске, так? И ножницами раз закалывает другого мужчину, которого он видит вообще-то первый раз. Это почему? Да потому что у него накипело. Так у него накипело вот здесь всего, и вот эти враги мешают ему что? Жить. Жить в этом изолированном пространстве. Или гражданин, так сказать, едучи в метро, взял и электрошокером ударил молодого человека. Но другое дело, что ладно, этот молодой человек развешивал нечто, но, дорогой, скажи. А дальше электрошокером по живому человеку. Это признак чего? Это значит, тебя довели. Я не случайно говорю, что, допустим, вообще-то иск надо предъявлять. Нельзя доводить этих людей вот до такого состояния кипения. Вот таких кипящих людей сейчас много. И это было одним из мотивов моего предложения обсудить эту тему. Дорогие, выходите из своего пространства. Если вы свято верите в это пространство, все-таки поговорите с другими людьми. Ну и задайте простой вопрос вот этому носящему, или просто не носящему, а приверженцу вот этой другой системы ценностей. Почему? Почему ты это делаешь? Попытайтесь выяснить, так попытайтесь поговорить. А вдруг они вам скажут что-то другое. Ну и вообще-то помните, такую святую истину, другой человек имеет право быть другим. И его не обязательно резать. Его не обязательно колоть, его не обязательно бить дубинкой, его не обязательно бить электрошокером. Потому что другой человек, он, наверное, смотрит другие каналы, и вообще-то он книжки читает, и вообще-то он думает. А у вас отличительная особенность какая? Вы свято верите вот этим. А теперь я говорю вот тем людям, которые делают это. Вообще-то отвечать придется. Отвечать за эти деяния. Почему вы одних людей, жителей этой страны, стравливаете с другими людьми. И эти люди, если у них не хватает вот такой рефлексии, если у них не хватает размышления, начинают использовать доступные способы, доступные средства. И эти доступные средства приводят к самой главной трагедии. Трагедия какой? Смерти человека. Ну што ж, сапраўды вельмі важная тэма для таго, каб задумацца, таму што жыць самаізаляцыі палітычнай, псіхалагічнай, інфармацыйнай ці якой яшчэ-небудзь можа быць і камфортна, але не вельмі бяспечна. Опасно. Да, трэба камунікаваць і трэба спрабаваць зразумець іншых.
Для ободвух бакоў парада. Дзякуй вялікі. А последняя ремарка в отношении диалога прилюдного, вот, инициированного Воскресенским. Так? Опасный диалог, так? Опасный. Вроде бы, с одной стороны, вот такая мотивация красивая, так? Вот нам хочется вытянуть кого-то, а с другой стороны, извините, а какие у вас полномочия? И почему вы сбиваете вот этих людей, внушая надежду? И с какой стати вот в этой системе вообще-то вы берете на себя некую ответственность о чем-то. И благодаря каким вашим заслугам вообще-то у вас ресурс освобождения кого-то. Вот, дорогие коллеги, думайте. Коллеги и не только, суграмадзяне, думайте. Парада от профессора, психолога Владимира Янчука. Зміцер Лукашук для вас працаваў у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.